Почему книга Инжил называет пророка Иса сыном Всевышнего? В своих беседах с людьми о жизни и учении пророка или Наби Иса я заметил, что некоторые собеседники с трудом воспринимают тот факт, что Инжил Шариф довольно часто называет Наби Иса сыном Всевышнего и, соответственно, Всевышнего его отцом. Для большинства людей, придерживающихся учения ислама, камнем преткновения являются следующие аяты Корана, которые затрагивают эту тему в переводе Кулиева. Например, в суре Аль-Бакара так сказано: иудеи, христиане и неверующие говорят, что у Господа есть сын. Это ложь. Хвала Аллаху. Ему не нужен сын. Он владеет всем, что на небесах и на земле. Все ему покоряется и послушно. А в суре Марьям есть вот такой аят. Вот каков есть по истинному слову Иса, сын Марьям, о котором так много спорят. Не подобает Аллаху иметь детей. Пречист он. В суре Аль-Тауба Коран обличает некоторых христиан в этом. И сказали христиане: «Мессия, сын Аллаха». Эти слова в их устах похожи на слова тех, которые не веровали раньше. Пусть поразит их Аллах, до чего они отвращены. И поэтому некоторые люди не могут понять, как Наби Иса неоднократно обращался к Аллаху как к отцу в Инжиле. Например, вот как об этом говорит сам Наби Иса в следующем аяте Инжил Шарифа. «Я, Иса, есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к отцу, то есть к Аллаху, как только через меня». И себя Наби Иса довольно часто называл сыном Всевышнего, как в следующем аяте Инжила. Более того, Отец, то есть Всевышний, никого не судит. Он доверил весь суд Сыну, чтобы все почитали Сына, как они чтят Отца. Тот, кто не чтит Сына, не чтит и Отца, пославшего Сына. Для того, чтобы понять, что имеется в виду в этих местах Писания Аллаха, надо разобраться в значениях ключевых слов, используемых в этих аятах. Понятно, что ключевым словом здесь является слово «сын». В арабском языке имеется два слова, обозначающих сына – «ибн» и «валад». «Ибн» может использоваться как в прямом смысле, например, «ибн Насир» – сын Насира, так и в переносном. «Валад» всегда обозначало биологическое происхождение, то есть сына зачатого мужчины и женщины. Любой человек может проверить, что во всех аятах, кроме суры Аль-Тауба, в которых Коран отвергает наличие сына у Аллаха, используется арабское слово «валад» – биологический сын. То есть Коран ясно отвергает наличие биологического сына у Аллаха, зачатого половым путем. И это абсолютно правильное учение. Ни одно из писаний Аллаха, ни Инжил, ни какое-либо другое данное людям до Корана не говорит, что Аллах зачал сына или ребенка обычным путем. Если это и так понятно, зачем же тогда Коран во многих аятах так ожесточенно отстаивает эту мысль? Дело в том, что во времена Корана, а это 7 век нашей эры, в мире существовало много различных ересей и ложных учений по поводу веры и пути Аллаха. И даже среди некоторых верующих в Наби Иса, которых назвали христианами, были такие, которые зачастую по своему незнанию из-за недоступности Писаний Аллаха верили различным ересям о Наби Иса. Поэтому Коран во многих своих аятах напрочь вычищает всякие неправильные ассоциации или даже намеки по отношению Аллаха и Наби Иса, в том числе и в верованиях самих христиан, как в суре Аль-Тауба. Это одно из предназначений Корана, наряду с сохранением Писаний Аллаха от всяких лжеучений, как написано в суре Аль-Маида. Одно из предназначений Корана, как он сам говорит, было очищение пути веры, который к 7 веку нашей эры, к сожалению, был сильно затуманен большим количеством различных лжеучений и ересей, широко распространившихся в то время. Таким образом, во всех аятах о Наби Иса Коран напрочь отвергает идею того, что Всевышний Аллах имел физическую, то есть половую связь с женщиной, и от этого появился ребенок. Такие идолопоклоннические идеи были распространены в доисламской Аравии и в некоторых других частях света. В суре Марьям Коран очень образно демонстрирует, насколько эта идея чужда и непотребна Всевышнему Аллаху. И говорят они: «Взял себе милосердный сына, то есть валад. Вы совершили вещь гнусную, от этого небо готово расколоться, земля разверзнуться и горы рассыпаться во прах от того, что люди приписали милосердному сына, то есть валад. Не подобает милосердному брать себе сына, валад». Из контекста этого аята Корана можно понять, что Коран отвергает именно биологическое сыновство пророка Иса, и это правильно. Нигде и никогда Писания Всевышнего Аллаха не говорят, что Наби Иса был физическим сыном Аллаха, то есть родился от половой близости Аллаха и Марьям, матери Наби Иса. Теперь, когда понятно, что имел в виду Коран Кариме, посмотрим, что имел в виду сам пророк Иса. Разумеется, Наби Иса не имел в виду биологического или физического смысла под отцовством Аллаха по отношению к себе. Во-первых, потому что он был представителем строгой монотеистической религии яхудеев, которая заложила основу высочайшего почитания Всевышнего Создателя, без приписывания ему каких-либо человеческих инстинктов. Во-вторых, сам пророк Иса говорил в Инжиле, что Всевышний Аллах есть дух, а раз он дух, ему нет надобности вступать в физические отношения. Так что же тогда имел в виду пророк Иса, когда неоднократно называл Аллаха своим
своим отцом, а себя сыном. Для того, чтобы глубже понять смысл термина «сын Всевышнего», нужно углубиться в древнюю историю и в особенности религиозную культуру древнего Израиля. Необходимо отметить, что в древности общественные институты выборности правителей не были так развиты, как сейчас. Верховным правителям, то есть царям, нужно было все время и всевозможными средствами доказывать и поддерживать свою легитимность на управление государством в глазах народа. Для этого они часто апеллировали к религиозным чувствам людей, так как общеизвестно, что религиозные верования являются самыми сильными категориями в системе ценностей многих людей. Поэтому еще в глубокой древности на территории современной Палестины и далее на Западе появился и широко использовался титул «Сын Бога», обозначающего назначение носителя этого титула на трон царя самим Всевышним. И считалось, что тот, кто осмеливался выступать против царя, выступал против порядка, установленного их божеством. В Римской империи, во время правления которой жил Наби Иса, этот термин также широко использовался. До сих пор сохранились каменные плиты с выгравированными на них надписями, указывающими на то, что римские правители называли себя сыновьями Бога. Например, на каменной плите, найденной при раскопках древнего Ефеса, имеется надпись «Деви Фи Августо», что означает в полной расшифровке «Божественный сын Бога Августус». Такой титул приписывал себе римский император Августус Октавиан, правивший немногим ранее рождения Наби Иса. Всевышний Аллах, чтобы показать всем людям, что именно он назначает очередного царя над своим народом Израилем, также использовал этот титул за много лет до существования Римской империи. Вот как об этом написано в писаниях пророков о сыне царя Дауда Сулеймане, когда сам Аллах утверждал его на престол государства Израиль. «Я, Аллах, установлю престол его, Сулеймана, царство навеки. Я буду назван его отцом, а он мне сыном наречется». В этом аяте книги пророков и намека нет на то, что Сулейман был зачат Аллахом половым путем. В контексте этого аята ясно говорится, что Сулейман был физическим сыном царя Дауда, но Аллах назначает его царем Израиля посредством присваивания ему титула своего сына. Кстати, сам обряд посвящения в цари над народом древнем Израиля совершался яхудейскими священниками с помощью помазания специальным маслом. Отсюда появился термин «помазанник Божий», то есть назначенный самим Богом царь. На семитском наречии это звучало как «Машьях» или Мессия. Кстати, по-арабски это звучит как Аль-Масих и тоже означает «помазанный». Этим титулом Коран Карим называет Наби Иса 11 раз. Толкователи Корана предлагают самые различные значения этого термина, хотя тут ничего придумывать не надо. Предыдущие писания недвусмысленно раскрывают смысл этого термина, используемого с древних времен по отношению к царям, и Коран Карим подтверждает это. Таким образом, становится понятным, что термин «сын Бога» был титулом царской власти и равнозначен по смыслу другому термину «Масих» или «Мессия», которым был удостоен только Наби Иса во всех писаниях. Самое интересное то, что Коран Карим 11 раз, называя пророка Иса Мессией, Масихом, тем самым подтверждает утверждение предыдущих писаний о том, что пророк Иса является сыном Всевышнего именно в смысле назначенного Аллахом царя-правителя, то есть Мессии. Вот как об этом сказано в суре семейства Имрана. «Вот сказали ангелы: о Марьям, вот Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которого Мессия, Иса, сын Марьям, славным ближнем и последнем мире, и из приближенных». Отсюда видно, что Коран, отвергая биологическое сыновство Наби Иса, что никогда не утверждалось предыдущими писаниями, подтверждает его титул Мессии, то есть Масиха, обозначающего назначение Наби Иса царем, правителем, самим Аллахом. По-другому в предыдущих писаниях и в древней культуре того времени эта идея передавалась термином «сын Всевышнего», что семантически равносильно титулу Масих. Любой здравомыслящий человек увидит здесь следующую логику. Коран, называя Наби Иса Масихом, Мессией, тем самым подтверждает, что он назначенный Аллахом царь, то есть, выражаясь языком древнего семитского сравнения, сын Всевышнего, в смысле правитель, назначенный Аллахом. Интересно отметить, что Инжил содержит много примеров использования термина «сын Всевышнего» самыми разными людьми и даже джиннами по отношению к пророку Иса, и почти во всех аятах этот термин используется в связке с титулом Масих, Мессия. Вот как, например, свидетельство о пророке Иса его ближайший сахаба, то есть ученик Петир. «А вы кем считаете меня?» – спросил их Иса. Шимон Петир ответил: «Ты обещанный Масих, сын живого Бога». Или вот как Инжил передает слова яхудейских священников, которые допрашивали пророка Иса перед вынесением ему смертного приговора. Иса молчал. Верховный священнослужитель сказал ему: «Я заклинаю тебя живым Богом, если ты обещанный Масих, сын Всевышнего, то скажи нам». Даже из слов врагов Наби Иса видно, в каком контексте они использовали термин «сын Всевышнего». Под ним почти всегда подразумевался титул Масих, Мессия. Поэтому, когда мы читаем Инжил Шариф и встречаемся с терминами «сын Всевышнего» или «сын Бога» по отношению к Наби Иса, нам не надо понимать это буквально, а соотносить это с титулом пророка Иса, что он Аль-Масих, и понимать, что речь идет о царе, назначенном Аллахом. Такое
Такое понимание согласуется с другими утверждениями Писания Аллаха, а также с древней культурой того времени. Оно также подтверждается самим Кораном и ни в коей мере не противоречит утверждениям Корана, отвергающего биологическое сыновство Мессии Иса. Таким образом, на основе утверждений Писания Всевышнего можно сделать вывод, что пророк Иса, называя себя сыном Всевышнего, а самого Всевышнего своим отцом, указывал на то, что, во-первых, он, Наби Иса, является обещанным и назначенным Аллахом правителем или царем Израиля. А если смотреть весь контекст Инжила, назначенный Аллахом правителем всей планеты. Об этом написано в последней главе книги Матая. Это подтверждается и Кораном, в котором пророк Иса 11 раз называется Аль-Масихом Мессией, что равнозначно по смыслу титулу «Сын Всевышнего» и означает «помазанного на царство царя». Во-вторых, читая учение пророка Иса, можно увидеть, что этим выражением пророк Иса хотел показать простым людям того времени и всех последующих поколений, что наш Создатель Аллах не недосягаемый Бог, который только и требует выполнения определенных правил и законов, но что Аллах, как наш Отец, близок к нам, любит нас и хочет наладить с нами близкие отношения, какие бывают в здоровой семье между добрым и любящим отцом и его детьми. Дорогой слушатель, титул «Сын Всевышнего» употребляется в Инжиле много раз, наряду с другими титулами по отношению к Мессии Иса. Здесь я попытался скрыть только одно его значение и показать, что на самом деле отвергается Кораном. Если вы действительно желаете узнать истину и обрести более глубокое понимание этого древнего термина, начните читать и изучать все Слово Аллаха, которое вы можете найти по ссылке на экране. Если у вас возникнет вопрос, пишите на электронный адрес на экране. Да благословит вас Аллах и откроет вам истину, как она представлена в Его неизменном Слове. Аминь.